сетях и в информационных ресурсах в интернете. France Football, газеты «Экип», которые составляют один конгломерат журналистский, уже шел такой обратный отсчет от 30-й позиции к 11-й. И вот эти фамилии уже известны. В частности, стало понятно, что уже не стал обладателем золотого мяча футболист, который выиграл его в 2018 году, Лука Модрич, который в этом году разделил позицию. Тех, кто не попал в число номинантов на золотой мяч, он внушительный. Не попали, например, Эдерсон, Уокер, Стоунс, Силва, Маркиньос, не попал Дрогба, Гризман. Огромное количество футболистов, которые не менее чем 30 номинантов заслуживают быть названными в числе лучших спортсменов этого календарного года, ну, футболистов этого календарного года, а именно за календарный год France Football подводит итоги, не за сезон, как думают, наверное, многие. Да, это очень важно. Ну что ж, Дидье официально объявил открытой нынешнюю церемонию, хотя все это продолжается уже несколько часов здесь, в центре Парижа. Но вот сейчас самое-самое крем де ля крем, так сказать, и все сливки этого события будут нам представлены. Кстати, как замечательная церемония. Я думаю, что так привезли как раз тот самый золотой мяч. И, знаете, багажник-то находится здесь у него, там, где все привыкли видеть двигатель. Да, вот они, золотые мячи, женский и мужской. Как красиво они привезли их на автомобиле Альпен. Я помню еще, когда золотой мяч привозили на такси. Я неоднократно присутствовал на церемонии вручения золотого мяча, был за кулисами, был в редакции France Football, обедал или ужинал с обладателями золотого мяча. Все было довольно демократично, но с годами все превратилось в роскошное шоу, в VIP-церемонию. Нет той атмосферы семьи, которая была в начале 90-х годов. Или просто семья расширилась. Ничего плохого в этом нет. Да, ничего плохого это нет. Произошла глобализация золотого мяча. Когда-то его получали футболисты, выступающие в Европе за европейцы, выступающие в Европе. Потом список расширился и стали получать все, претендовать на золотой мяч все игроки, которые выступают за европейские клубы. И, наконец, дальше выбор был упрощен до предела. Нужно теперь называть лучшего игрока мира, независимо от того, где он играет. Нам представляют сейчас претендентов, вот эта самая лучшая десятка: Мохамед Салах, Лионель Месси, Кильян Мбаппе, Роберт Левандовский, Нголо Канте, Жоржиньо, Джанлуиджи Доннарума, Кевин Де Брюйне, Криштиану Роналду и Карим Бензема. Порядок в данном случае совершенно пока не важен. И вы видите, что вот в этой нарезке их фрагменты игры представлены тоже вперемешку. Но самое главное — сакцентировать внимание на тех 10 футболистах, которые способны взять трофей в этом году. В прошлом году золотой мяч не вручался из-за пандемии. В последний раз это произошло в 2019 году. Тогда, напомним, Лионель Месси выиграл свой 6-й золотой мяч. В тройку также попали Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду. Oui, mais Sandy, je ne te dirai pas. Санди спрашивает, кто твой фаворит, кто твой фаворит, да. Дрогба не скажет, отказывает. Сейчас показывают Дрогба, да, по-видимому? А, нет. Да, это Дидье Дрогба, он играет выступление за Марсель. Ну вот так это было когда-то, действительно. Да, он играл как раз за Марсель в 2003-2004 годах, когда там был наш Дима Сычев. И они провели примерно одинаковое количество матчей, по 35 где-то, ну я могу ошибиться, 1-2. Но Дрогба забил 19, а Сычев 5. Дидье Дрогба попадал, естественно, в число номинантов в лучшую тридцатку отборную, но в тройку никогда так и не вошел. Хотя это был выдающийся центральный нападающий, задававший стандарты стиля. Ну, представьте, какие люди здесь сидят. Луис Суарес здесь Джанлуиджи Доннарума рядом. Да, и Мбаппе, и Месси, которого нам показывают периодичностью где-то раз в 2 минуты, словно намекают на то, что Месси, возможно, его получит. Почему бы нет? На мой взгляд, все-таки Месси, Левандовский — это та пара, которая в итоге, если бы был финал, она бы в него вышла, финал золотого мяча, имею в виду. Золотые мячи в зале театра Шатле. Все-таки еще сохраняется интрига, кто же эти джентльмены, которые скрывают свои лица в масках. Мне кажется, в этом тоже есть своя интрига. Но это явно не главный редактор France Football. Он невысокого роста и довольно щуплый. Паскаль Ферре, который не раз бывал в России, еще когда был репортером и приезжал делать репортажи о российском футболе.
Трофеи, которые будут вручены сегодня, это своего рода произведение искусства. Изготовляет их замечательная... Да, давайте посмотрим, кто же это. Ага! Фернандо Алонсо, дамы и господа. Не все просто здесь, да? Никто не ожидал, что они появятся. Fernando Alonso and Esteban Ocon. Esteban Ocon? Да. Если золотые мячи привозят на такси, то водители там такие, с которыми можно снять художественный фильм. А, Константин? Ну да, но... Эти люди знают город, без навигатора и умеют ездить быстро. Ты немножко преувеличил ценность, конечно, золотого мяча. Это, ну, в общем, некая подделка. Да, конечно, рука мастера видна на этом золотом мяче, но это не более чем почетный приз, не имеющий какой-то ювелирной ценности. Он стоит в редакции «France Football», его копия. Вот, и тот, кто бывает в редакции «France Football», может попросить, откроют шкафчик, и его можно подержать в руках. Ну вот пишут, что около 13 тысяч евро стоит, собственно говоря, сам приз. Изготовляет его фирма Меллерио. Это фирма ювелиров, основанная в Париже еще в 1613 году, в начале 17 века, до сих пор существующая историческая марка, выходца из Италии. Ну и вот Эстебан Окон, пилот, да, пилот Формулы-1. Альпин, собственно говоря, автомобиль Альпин. А за рулем был, кстати, видимо, именно он. Look what I found. Эти ребята, автогонщики, между прочим, еще и любят играть в футбол. И у организаторов этого события, как мы видим, есть кадры. И они поймали, собственно говоря, этот момент. Фернандо Алонсо исполняет 11-метровый удар успешно. Ну, Шумахер постоянно играл, когда здоровье позволяло. Он постоянно играл в футбол, как и многие другие гонщики Формулы-1. And you know, we watch on television sometimes these tricks, and we try to imitate. Вот Фернандо объяснил, они научились играть. Да, и кому... Собственно говоря, наблюдая за вот этими героями, которые в первом ряду сегодня, как они себя на поле. Я думаю, вряд ли кому бы они забили голы, да, из вратарей, присутствующих в зале. Так. ВАР требуется. Фернандо Алонсо в курсе всех современных веяний футбола. Он сейчас не должен сходить с линии, как мы знаем. Он теперь в качестве вратаря. Там, это, вот, в нашем Яралаше это называлось бразильская система. Пропускать Фернандо Алонсо нельзя было мяч, потому что за его спиной было стекло. Да, и Бьючи говорил, что как же важно мне забить этот гол. Но вот не забил, не получилось. Так, кому? Ну и фломастеры в руках у Дидье Дрогба, я думаю, что он попросит автограф. Понятно, футболка какой сборной будет у Алонсо. Ну и сборной Франции, да, футболка сборной Франции, как я понимаю. Дидье очень органичный ведущий. Да, и теперь говорит, я найду игроков, сидящих в зале, прошу их расписаться на этой футболке. Esteban, la dernière fois, c'était le 10 octobre dernier. Il y avait le Grand Prix de Turquie l'après-midi. Le soir, c'était France-Espagne. Énorme but de Karim Benzema. Score final 2-1. Comment ça se passe? Est-ce que vous regardez ensemble le match? Est-ce que vous le chambrez le lendemain? Да, ты смотрел ли ты матч Франция-Испания? Да, была гонка, и потом вечером был этот матч, и ты смотрел, и какие чувства испытал, когда Карим Бензема забил победный гол, да? Тогда Франция 2-1 выиграла в Испании. Quand on se fait des matchs de FIFA, c'est la même chose, c'est à qui va mettre le plus de buts, donc ouais, on était forcément à fond pour notre équipe. So he was actually teasing you on the next day. Yeah, tell them how you play FIFA. Да, расскажем, как ты в FIFA играешь. Sometimes no rules, because you know he was fine. Да, иногда я играю так, что никаких правил нет. No rules, and I won. I knew one. No free kick, Exactly. Sometimes it's fun. Вот так ради развлечения автогонщики играют на приставке в футбол, отключая все функции, которые ограничивают их, в чем бы это ни было. Ну и вот очень быстро Дидье Дрогба собрал автографы. Здесь и Педри, один из претендентов на приз Копа. Кильян Мбаппе. И сзади Леонардо.
Рикардо, президент, руководитель ПСЖ, один из спортивный руководителей. директор, да, и президент, и спортивный директор клуба парижского здесь. Thank you guys. Thank you so much. Ну, понятно, зачем пилоты Формулы-1 приезжали на машине, привозили золотые мячи, всего лишь для того, чтобы получить футболки сборных с автографами великих игроков. Кстати, во-первых, это красиво. Знаете, когда пилоты Формулы-1 привозят на таком замечательном автомобиле красного цвета два трофея. Кажется, бесспорно выезжают на красный ковер, да, по которому перед началом этой церемонии прошлись все великие футболисты и приглашенные гости. Это было впечатляюще. О, Фабио Канаваро, Да. обладатель золотого мяча 2006 года. Как я был разочарован, когда он получил золотой мяч, потому что тогда он был лучшим защитником чемпионата мира, лучшим защитником мира, но на чемпионате мира в Германии он тогда ни разу не перешел за центральную линию. Но золотой мяч его. Я думаю, что Фабио Канаваро здесь отвечает перед всеми нами как раз за этот выдающийся год. 2006 И год. тот 2006, и нынешний, в котором все-таки его сборная, его любимая сборная снова стала победителем большого трофея. Итальянцы стали чемпионами Европы этим летом. А это уже кадры из редакции «Золотого мяча», там францфутбола, да, там стена в коридоре посвящена теме «Золотого мяча». Интересно, что тогда, в 2006 году, Фабио Канаваро опередил в споре своего партнера по сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Он занял второе место в голосовании, третьим стал тогда Тьерри Анри. Анри очень не везло, он лет 5 попадал, по-моему, где-то в пятерку, а может быть и выше номинантов на золотой мяч, но так и не приблизился к нему. Очень жаль, выдающийся игрок был, особенно когда играл в Арсенале. Did that, get to your head a little bit? Look what I found. Знаменитая обложка, надо сказать. Фабио сказал, что я скучаю по этим временам. Я думаю, что если он сейчас разоблачится перед нами, обнаружится, что кубики на месте. Так. А вот, пожалуйста, нет, но с этими ребятами трудно ему сравниться будет. Все-таки это атлеты, тот и другой. Еще немножко фотошопа, и вот получается такая обложка Vanity Fair. Обратите внимание, плавки в цвет национального флага, Кот-д'Ивуар и Португалия. Да. Ну, Дрогба, на мой взгляд, тоже и показывал футбол на уровне выдающихся игроков. Да, но принадлежность к сборной Кот-д'Ивуар не позволила ему выиграть какие-то значимые трофеи в мировом футболе. Он даже, по-моему, не становился чемпионом Африки. В финале, по-моему, играл дважды, но не держал в руках трофей, который присуждает сильнейшей африканской команде. Начинаем представлять претендентов на приз Копа. Лучший игрок мира в возрасте до 21 года. Мейсон Гринвуд, Джуд Беллингем, Нуну Мендеш, 19 лет, Португалия, защитник, выступающий здесь, Пари Сен-Жермен. Джамал Мусиала, нападающий из мюнхенской Баварии. Педри, игрок Барселоны, 19-летний атакующий полузащитник из Испании. И пятерка финалистов. Да, тоже, в общем, предстоит сейчас. Любой клуб хотел бы такого. Педри. Ну, я почему-то так и ожидал, хотя я... дамы и господа. Эту награду присуждают обладатели золотого мяча. Их 32 человека голосовало на этот раз. И вот они выбрали Педри. Я, в общем, с ними согласен. Ты, Роман? Вы знаете, Педри, да, Константин, был фаворитом. Многие считали, что именно он в итоге возьмет этот приз. У него были очень достойные соперники, но Педри провел действительно фантастический год. В своем возрасте он еще способен играть за молодежную и даже юношескую сборную. А Испании уже, естественно, невозможно представить себе и главную команду. La mejor manera de celebrarlo es recibir este premio al lado de los mejores futbolistas del mundo. Лучшая возможность отпраздновать получение этого приза в такой компании выдающихся людей. Здесь сидят люди, с которыми я работал, мои тренеры, мои друзья, как доволен Месси. Педри говорит о своей семье, которая тоже здесь. Y por último, pues dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo están pasando mal y creo que
que todo el apoyo всех поблагодарил. que le demos a ellos, pues bienvenido Я sea. представляю, какими глазами он смотрел на месте, когда попал в одну группу на тренировке. Да, в этом году сборная Испании олимпийская с Педри в составе выиграла серебро на играх в Токио. Кроме того, в составе Барселоны Педри стал победителем Кубка Испании и Суперкубка страны. Придумал награду для молодых футболистов. Да? Когда-то ее не было, и тоже было понятно, что среди молодых талантов есть такие, которые вызывают уже в юном возрасте восхищение любителей футбола. Да, комбинация вместе с Месси, Педри, Месси, шикарно, да? Да, он успел еще сыграть с легендой, пока тот не отправился в Париж. А теперь они вместе здесь, в центре всего известного нам обитаемого мира культурного. Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, тоже здесь. Так, вот в вино? Таком, неужели вино? Вот в таком... Нет. Нет. В таком пакетике обычно вручают, да? Но это было бы очень по-французски, если бы это была бутылка вина. Пока ты, мол, в эту фляжку лучше налей водичку. А вот да, когда подрастешь, и когда тебе исполнится 21, Жоан Лапорта хохочет, ты, может быть, что-нибудь себе позволишь. Por las palabras y sí, creo que todo el apoyo que hagamos todo el mundo con el plástico, evitar usar plástico, creo que es lo mejor que podemos hacer para vivir en un futuro, en un mundo mejor. Педри совсем скоро, я думаю, что он не скрывает этого, шагнет в число тех, которые будут претендовать и на большой золотой мяч. Итак, приветствуем еще раз. Педри, обладатель приза Копа, лучший молодой игрок мира 2021 года. Да, но для этого сборной Испании надо вернуться на тот уровень, который показывали его выдающиеся предшественники. Хотя не все они получали золотой мяч, ни Хави, ни Иньеста не получил. Хотя были в числе претендентов несколько лет подряд. Но угораздило их жить в эпоху Месси и Роналдо. В этом году, в этом сезоне футбольном, так более широко следует сказать, поскольку прошлый сезон не было приза из-за пандемии, футбольный мир понес эту вот серьезнейшую утрату. Диего Марадона ушел из жизни, Герт Мюллер, выдающийся нападающий сборной Германии. И мы отдаем дань памяти этим легендам. Да, чуть больше, чем год назад ушел Марадона. Когда я узнал о его смерти, я был дома. Перед тем, как новости еще стали распространяться, отец звонил мне. Сказал, что ты слышала о Диего? Я не слышал об этом тогда. И когда он мне сказал, что тот умер, я знал, что Диего был слаб, но не думал, что все настолько драматично. Узнать о его смерти было ужасно. Я знал, что он достаточно в преклонном возрасте и серьезно болен, но я надеялся, что он поправится, говорит Роберт Левандовский. Был очень тяжелый день для его семьи. Семьи футбольной и нашей Баварии. Мы потеряли великого игрока и очень сильную личность.
встречался с ним на его телешоу «La Noche del...» Вечер десятки, да? С десяткой, можно так сказать. Мы чуть раньше встретились, получили возможность поболтать. Когда-то Марадона, как мы помним, был еще и тренером Лео Месси в сборной. Да, но это несколько, не скажем так, что была удачная карьера тренерского Марадоны, вот, но это знаменитый гол англичанам, это, конечно, на века. Для меня и всех аргентинцев Диего лучше, говорит Месси. Да, Марадона не получил золотой мяч, потому что тогда, в те времена, регламент выбора лучшего футболиста был другим. Не было еще той глобализации. И когда несколько лет назад францфутбол все же решился вручить почетные золотые мячи. Ну, давайте пока послушаем, что еще говорит Левандовский. Он говорит о том, что человек, обладающий такими... У нас разные стили игры, и мы отличаемся даже антропометрически, говорит Левандовский. Меня очень впечатлили его ноги. У него бедра вдвое больше, чем мои. И его возможность сориентироваться в штрафной площади всегда меня вдохновляла. Конечно, мы имели возможность общаться, когда он был моим тренером, вспоминает Лео. Это было хорошее время. Мы наслаждались играми и тренировками, и у нас был совместный Кубок мира, тот самый 2010 года в Южной Африке. Многие считали, что именно в том году Аргентина может выиграть. И мы сохранили хорошие воспоминания о том турнире, и Диего, и я. Хотя, конечно, ближе Аргентина к победе стала уже на следующем турнире. Robert Lewandowski to equal the records. Lewandowski, an all-time Bundesliga great, is now. Бил свой 41-й мяч в сезоне. Я сказал себе: вау, как я это сделал. Очень горд был, рад побить его рекорд и сравняться с его славным именем, стать рядом с этой легендой. Диего уже выиграл Кубок мира, Лео это только предстоит, но у Месси есть победа со сборной, наконец-таки. Да, со сборной Аргентины, да, на Копа Америка. И разочарование, которое испытывал Месси каждый год, когда проводились большие соревнования, наконец преодолено. Ce trophée, j'en suis fier. Il me tient à cœur de récompenser ces attaquants qui font basculer des matchs. Ну и, естественно, в той десятке избранных, которые в итоге объявят нам сегодня своего лучшего, есть больше всего нападающих. Их 6, 3 полузащитника и 1 вратарь в числе этих номинантов. Ну а в числе 30 номинантов 15 нападающих. Половина. Это пока еще не объявление золотого мяча. Нет, пока нет. Человек, который забил фантастическое количество мячей, получает приз. Так, ну тут немножко заволновались Суарес, Мбаппе и Месси. Ну, Мбаппе ни на что не претендует, Суарес тоже вот наблюдатель и зритель, вот, а Месси, конечно, да, есть повод тревожиться. Нападающий года, так называется этот приз. Мне кажется, это повод волноваться Левандовскому. Если дали этот, может быть, уже не дадут тот. Да, тот. И так можно посмотреть на то, что происходит сейчас. Левандовский говорит, что здорово, что все-таки нашли возможность объединиться здесь в эти сложные времена. Это его супруга. Но здесь очень много людей, которые тоже умели забивать мячи. И Роберт благодарит своих одноклубников и все руководство Баварии. Благодаря этим людям в том числе есть возможность постоянно выходить на поле и делать свою работу. If this works, everything's fine. That for me, it's easier to score the goals, to be the better
player and also В такой компании проще быть лучше. How difficult is it? Also, I want to take my family. My mom is there, my sister. Здесь мама еще его здесь тоже. Anna, because I know и мама, и сестра, и жена. Здесь все дамы, самые главные в жизни. It doesn't matter how old are you, but you know, it's depend where are you going, and this is for me the best things, and that's why I want to say thank you for all of the guys. Благодарит всех, а мы благодарим Роберта и надеемся, что все-таки он еще поучаствует в борьбе за главный приз. Да, безусловно, но то, что он заслужил его год назад, когда францфутбол все-таки отказался, принял решение не вручать золотой мяч, потому что не все чемпионаты были доиграны, Лига чемпионов прошла по усеченному формату, по непривычному, скажем так, формату. Да, но Роберт в прошлом году все-таки удостоился награды лучшей, которую сейчас вручает FIFA. Тогда он обошел Криштиану Роналду и Лионеля Месси. То есть в прошлом, этом самом пандемийном году, он свой приз получил. Но мы понимаем, что золотой мяч, трофей, который существует с 1956 года, это все-таки награда, которой больше стремятся футболисты. Левандовского. Совсем скоро нам предстоит увидеть его на одном из наших стадионов в конце марта. Вот, кстати, пусть празднует золотой мяч как можно дольше, если он его получит, конечно. Это мы к тому, что все-таки мы напомним, сборная Польши становится соперником российской команды в стыковом матче. Надеемся, что первым из двух. Роберт Левандовский, лидер своей национальной сборной. На заглядение голы, конечно, когда Левандовский говорит, что ему далеко до Мюллера в штрафной, но я иногда не соглашаюсь. Да, иногда не соглашаюсь. И любыми частями тела Левандовский инкредибеле. Да, невероятно. Да. И из-за штрафной площади он бьет. Хорошая подборка для нас, отличная подборка для игроков российской сборной, особенно действующих в защите и воротах. Чего ждать от него? Если коротко, всего. Умеет все. Забивает с любых позиций. Великолепно координирован. Забивает и забивает. В его игре нет перепадов как таковых. Даже за сборную Польши он успел забить 3 гола, хотя в сборной Польши... Это как игрок командный великих современников. Мбаппе и Месси. Ну, понятно, что между этими людьми существует полнейшее уважение. Ну, а это, судя по всему, как Санкт-Петербург. И все создатели церемонии забит ворота сборной Швеции. Даже Суарес был впечатлен. Да, ну можно поспорить, какой гол лучше. Они все хороши, по большому счету. Они все разные. Robert, did you like my selection? Дрогба выбирал. Это лучшая десятка голов по версии Дрогба. И я спросил, тебе понравился мой выбор? The goals with defense, because I forgot that playing without defense is not easy job, and that was a very tough time. And now playing with the fans, and I forgot to thank all of my fans because they support me every single day, and this is something amazing. Но я думаю, что Роберт правильные слова демократично, да, говорит, что, конечно, я бы доверил еще выбор тем, кто за меня переживает, моим болельщикам. И как он говорит, насколько тяжело было играть, когда болельщиков не было на трибуне, как тяжело было забивать, потому что не чувствуешь тех эмоций, того эмоционального заряда, который сопровождает игру, когда трибуны полны. Лучший нападающий года Роберт Левандовский. Мы не прощаемся, Роберт. Il est désormais temps de remonter le classement de ce Ballon d'Or 2021. Qui s'est classé 10e et 9e? Let's now discover who ranked 10th and 9th place this year for the Ballon d'Or title. В второй даже десятке. Но вот теперь давайте посмотрим, кто же попал. Вспомним еще раз. В десятку избранных. Джанлуиджи Доннарума. Единственный вратарь, который попал в вот этот короткий список из 10 фамилий. Победитель европейского чемпионата. Лучший игрок Евро-2020 в составе сборной Италии. Да, творил чудеса он тогда. Сейчас интересный он оказался в компании с Кейлором Навасом в Пари Сен-Жермен. Они борются за звание лучшего, они сражаются за одно место в воротах. В этой же компании, в этой же команде играет и Кильян Мбаппе. 42 мяча в этом году. Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции. Победитель Лиги наций. Нового турнира для сборных.
Но поскольку это 10 и 9 места, мы знаем теперь точно, что ни единственный вратарь, ни Мбаппе в этом году не станут обладателями золотого мяча. Ну, Донарума все-таки был лучшим на Евро. Мбаппе, конечно, этот Евро, но, скажем так, не то что провалил, но выглядел не так, как от него ожидали. Каждый день после работы мы выходим на улицу и видим радостные, беззаботные лица. Мы видим вас, которые перестают носить маски, соблюдать дистанцию, ставя под угрозу жизни, за которые наши коллеги продолжают бороться и днем, и ночью. Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники, и без вашей помощи нам не справиться. У нас с вами есть реальная возможность спасти жизни близких людей. Наши ученые дали нам такой шанс. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации. Стоит ли делать прививку? Да. 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 Конечно, да. Возвращаемся на церемонию вручения приза «Золотой мяч», а также приз «Золотой мяч» в женском футболе, приз Копа и приз Яшина. Мы узнали имя самого лучшего нападающего в Европе в прошедшем сезоне и тех двоих, кто уже точно не выиграет «Золотой мяч». Это Джанлуиджи Донарума и Кильян Мбаппе, которые вошли в первую десятку. Ну и здесь перед нами напоминание о том, кто участвовал в борьбе за приз Копа лучшему молодому игроку до 21 года, до 21 года возраста. Джуд Беллингем стал вторым, а приз достался Педри из Барселоны. Да, но всего 10 номинантов отбрала редакция «Францфутбола», вот из них. И голосовали бывшие обладатели золотого мяча, выбирали из этой десятки. Легенды. Это так, для закрепления абсолютно. Ну, я думаю, эти имена еще будут упоминаться не раз по разным поводам. Вне всякого сомнения. Приз Копа вручается третий раз. Впервые награжден был Кильян Мбаппе, который теперь уже был в числе первых соискателей основного золотого мяча, но занял 9-е место. В прошлый раз, в 2019 году, трофей Копа достался Матейсу де Ликту, который играл за сборную Нидерландов, и жюри, который состоит из 50 журналистов, абсолютно специализирующихся верно, да, на женском футболе, выносит свой вердикт. Формула учитывается также. Ну и вот нам перечисляют тех, кто попал в число претендентов. Идедерату Диани из Пари Сен-Жермен, Франк Кирби из Челси, Дженнифер Эрмозу Барселона, Пернила Хардер из Вольсбурга, Сам Кер Челси, Лики Мартенс Барселона, Вивьян Мидема из Арсенала, Венди Ренар из Лиона, Элен Уайт Манчестер Сити, Кристиан Эндлер Пари Сен-Жермен, Кристин Синклер из Портланд Торнс, Эшли Лоуренс Пари Сен-Жермен, Ирен Паредес Пари Сен-Жермен, Джесси Флеминг Челси, Сандра Паньос Барселона, Сэм Мьюис НС Курейдж, Мария Антуанетт Катото Пари Сен-Жермен, Стина Блэкстениус из Хекена, Магдалена Эриксон из Челси и Алесия Путельяс из Барселоны. Приз женский «Золотой мяч» также будет вручаться в третий раз. Первым его обладателем в 2018 году стала норвежка Ада Хедерберг. И Меган Рапиноу в 2019 году, американская футболист, стала победителем этого «Золотого мяча». Ну, в 2020 году, так же, как и во всех остальных номинациях, приз не вручался. Ну, Рапиноу мы не видим в числе кандидатов, да? Безусловно. Ее нет. А борьба-то, мне кажется, развернулась между канадками.
игроками Барселоны и Леона, наверное, который, по-моему, раз 14 или 15 выиграл чемпионат Франции. Совсем скоро вернемся сюда, в центр Парижа, в театр Шатле. Мне непонятно отсутствие желания многих россиян прививаться. Другого пути, как уйти от инфекции, как прививка, у нас с вами нет. Я сам пришел к этому. У меня были достаточно много противопоказаний, и не только возраст. Зато я сегодня могу быть спокойнее за свою жизнь. Прививайтесь, пожалуйста, прошу вас. Такие вопросы о спорте вы боялись даже задавать. А мы их обсудим. Каждый день на Матч ТВ есть тема. 300 участниц со всей страны, 12 весовых категорий, бескомпромиссные бои за чемпионские титулы, первенство России по боксу в пятницу на Матч ТВ. Мы по-прежнему в Париже. Здесь проходит сегодня церемония вручения призов. Главный, конечно, гвоздь программы – это золотой мяч францфутбола. Роман Трушкин, Константин Клещев. Константин участвовал и участвует в выборе лучших игроков мира. Интересная вообще формула, интересная история, что такой большой приз футбольный, на который собирается весь спортивный бомонд, придумали журналисты. Организуют, по сути дела, журналисты. Как вся эта история существует? Как она французские, жива? Да, журналисты придумали еще и чемпионы, и европейские кубковые турниры. Совершенно да? верно. Много чего придумали французы, но вот золотой мяч — это, конечно, выдающееся изобретение. И я вспоминаю 90-е годы, когда я голосовал уже в новейшей истории нашего футбола, когда еще не было глобализации, когда журналисты францфутбола не предлагали свой список номинантов, и каждый но в какой-то момент чашу терпения францфутбола переполнило то, что мой албанский коллега, я не помню уже кто, внес в эту пятерку 5 албанских игроков. Я помню, там был Сокол Кушта, Демолари, вот эти фамилии я запомнил. Ну, конечно, это звезды албанского футбола, но все-таки не того уровня, как чтобы претендовать на золотой мяч. Да, я думаю, что даже 2500 посадочных мест в великолепном театре Шатле, существующем с середины 19 века, культурном учреждении, не вместили бы всех этих знаменитых людей футбола албанского. Возвращаемся сюда с небольшого перерыва. А у нас был крошечный антракт. Копа, лучший молодой игрок. Дальше у нас по программе дама. Présent ici, qui l'adore. Так. Il est l'une des plus grandes stars du football aujourd'hui, d'aujourd'hui et de demain. Похоже, да. Son plus grand fan. Merci d'applaudir l'attaquant du Paris Saint-Germain, Monsieur Kylian Mbappé. Ага. Аль-Хилафи, вот аплодисменты публики. На сцену выходит. Президент ПСЖ, и вот Мбаппе появляется. Мбаппе. Ну, а мне сейчас рассказывает Суарусу, кто этот парень, который вышел на сцену. Мол, я с ним играю в футбол, он кое-что умеет. И выпала честь Кильяну Мбаппе, победителю трофея Копа 2018 года, назвать имя победительницы женского золотого мяча. Ну, не о таком он мечтал, рискну предположить, Мбаппе, что на этой церемонии он будет вручать золотой мяч женщин. Сегодня он стал 9-м, он не вошел даже в тройку. Да, потому что после чемпионата мира 2018 года говорили о том, что уж в ближайшее время Мбаппе, конечно, возьмет золотой мяч. Non, c'est un plaisir, mais je suis pas comme eux. Eux, ils ont gagné beaucoup de fois. C'est des légendes, et j'ai la chance maintenant de jouer avec Léo. И немножко смущен оказался вопросом ведущего сейчас Диди Дрогба. Кильян говорит, что люди, которые в итоге выиграют, они много чего завоевали. Это легенда, он говорит, да, это легенда футбола, я пока с ними вровень не стою. Dans 970 jours exactement, nous aurons notre ouverture ici de nos JO à Paris 2024. Et je sais d'ailleurs que c'est un de vos plus grands rêves d'y participer et de les gagner.
Oui, bien sûr. Je pense que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques. Voilà, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Всегда мечтал играть на Олимпийских играх. Да, они вспомнили, что Олимпийские игры 2024 года будут проходить в Париже. Ну, тогда, я думаю, французы будут рассчитывать на то, что их олимпийская команда одержит победу. В этот раз в Токио олимпийская команда Франции была очень сложной судьбой команды. И фактически пришлось Сильвену Риполю заново собирать, потому что все отказались отпускать лучших игроков. Они набрали 17. Переходим к соискательницам приза «Золотой мяч» в женской номинации. Здесь действительно много футболисток, выступающих не то чтобы в экзотических странах, но представительницы Канады, представительницы Дании, Австралии. Это... Но клубы-то звучные, да, Барселона. И вот число финалистов здесь пятерка. В том числе вот последний назван Алексия Путельяс, которую вся пресса, и французская, и испанская, называла фаворитом. Итак, Кильян Мбаппе. Назовите нам это имя. Алексия Путельяс. Алексия Путельяс. Итак, вот она, полузащитник Барселоны. Самый результативный полузащитник в женском футболе в этом году. 26 мячей она забила. Она выиграла в этом году с Барселоной Кубок Королевы. Это аналог Кубка Короля, то есть Кубка Испании. Она выиграла чемпионат Испании в женском разряде с Барселоной и стала победительницей женской Лиги Чемпионов в финале, переиграв Челси. Причем в финалах чемпионата, в финалах Кубка Испанского и Лиги Чемпионов она забивала мячи. Ну, выглядит великолепно, платье просто топ-модель. Да. Да, побольше таких футболистов бы нам. Алексия Путельяс, ей 27 лет, атакующий полузащитник. Сыграла уже 289 матчей за Барселону. 9 последних сезонов выступает именно там. 107 мячей на ее счету. Ну что ж, пока только представители Барселоны получают награды, да, Константин? Педри, теперь вот Алексия. Да, но миссия не в Барселоне уже. También es muy especial tener aquí a mis compañeras. Доволен, конечно, президент Барселоны. Hemos vivido y vivir este momento, la verdad que me hace muy feliz. Quiero empezar por los agradecimientos a todas mis compañeras, con todas las compañeras благодарит, естественно, девушек, с которыми она вместе играет за Барсу. Здесь в числе соискательниц еще и Сандра Паньос, Ирена Паредес, и Лики Мартинес, и Дженнифер Эрмосо. Все эти замечательные игроки были в числе 20 избранных. Благодарит, естественно, тренера своей команды Алексия. Как клуб? Мы же знаем, что это больше, чем клуб. Барселона. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui. Y bueno, Натан Херальдес тренирует женскую Барселону, Жоан Лапорта, естественно, президент клуба вообще. И знаете, Константин, что я предположу? Судя по длительности речи Алексии, она всех благодарит. Она знала, не по длительности речи ей пригодится. Роман, не по длительности речи. У нее просто уже был, как это называется, специальное устройство для микрофона, батарейки, которые крепятся туда, где их можно укрепить. Вот, да? И она единственная, у кого эти батарейки были прикреплены. Сзади там на платье видно. Какая наблюдательность потрясающая. Ну, она благодарит всех, конечно, и тех, кто в зале, и тех, кто остался дома, и друзей. Да. Отец ушел из жизни. Вы можете оставить мяч и подойдите ко мне, говорит и Дидье Дрогба. Let's discover. Have a seat, please. We want to know who you are exactly. Да, действительно, смотрите-ка, Знаете, это, помните, это Портос, да, свой тыл не показывал никому.
Мы знаем. Ну да, потому что если не должен поворачивать спиной, да. Совершенно верно. Но вот действительно, если возникает шанс так вот посмотреть, то там есть радиомикрофон, но Алексей, он там закреплен. И значит, в принципе, уже можно было понять, что именно она, для тех, кто сидел у нее за спиной, те, кто оказался за ней. Фрагменты игры Алексей Путельяс. Hola, soy Alexia Привет, Putellas. я Алексия Путельяс из Барселоны. Вот как она умеет. Не хуже Роберта Левандовского, надо сказать, что удар у нее поставлен. И за пределом штрафной. Да, и не один, а уже два. Мы видим таких голов, а всего их 33. Один другого лучше. Но она просто по девяткам бьет. И штрафной. Потрясающие удары. Левая нога, да, просто невероятная. — 19 голевых передач на ее счету. Она стала победительницей еще и юношеского чемпионата Испании в свое время, 10 лет назад. Ну, это известный клич болельщиков Барселоны. Я это так плохо исполнила, говорит она. Ну, это район. Это маленький городок. Мама Алексия по имени Элизабет. А это ее сестра. Небольшой городок в Каталонии. Она одинаковая на поле и за его пределом, говорит сестра. Очень вежливая, очень но требовательная, да, но требовательная. Быть лучшей во всем. Tenía 6-7 años y estaba jugando en el patio del colegio. 6 или 7 она играла в школе. С разбитыми коленками приходила домой. И я говорила: Алексия, ну так нельзя. Разговаривала с отцом. Решили, что ей надо пойти в футбол. Она начинала играть на песке, я помню. Следила за ее прогрессом. Я была младшей сестричкой, и родители были всегда рядом. Но, когда был выбор, мы предпочитали следить за ее игрой. Алексия se encerró en el fútbol. Да, потеряла отца, и для нее это было тяжелейшим испытанием. И нашла она утешение в футболе. Tengo una imagen con la selección que fue a su padre a abrazarlo. А вот Кубок Королевы. Королевы, да? Мужчин Кубок Короля, а здесь Кубок Королевы. Некоторые люди не верят в то, что моя сестра все это делает. Они удивлены. Я говорю: да, это моя сестра. Она для меня лучший игрок в мире. Замечательная, очень теплая история. Алексия Путельяс, сестричка. У тебя все есть. Твое шестое чувство не подвела. Да. Алексия, ты добилась всего, к чему стремилась. Твоя работа вознаграждена. Ты это заслужила. Для всех нас ты всегда была лучшей. Ты выиграла. Золотой мяч, ты его заслужила. Для меня лучшая. Я тебя люблю. Держись. Ах, аж мурашки по коже, да, от такой истории. Как здорово сделано. Расплакались все здесь. Вся женская Барселона. Лапорта. И влажные глаза у Лапорта, да. Безусловно, да. Мама тут. Ох. Ну какая выдержка у самой Алексии, а? Она держится. Да, и похоже, сейчас будет семейная фотография. Кстати, она в этом году, Алексия, стала капитаном Барселоны. Начинала она с того, что она была одним из... Alexia, are you happy? Вы счастливы, Алексия? Довольны вы? Mucho. A ver, el vídeo
ha sido muy emotivo, pero очень эмоциональное видео. Pueda compartir esto con ellas. My Spanish is not that good, but I understand that she's happy. Ovation, please. А Дидье Дрогба на ломаном английском сказал, что его испанский еще более ломаный. Еще хуже, да. Ну вот она, семья, замечательная. Папка, что хватает только на этой сцене. Очень здорово. Женский футбол невероятно прогрессирует по всему миру. Появляются новые команды, появляются команды у великих клубов. И растет аудитория зрительского женского футбола. Поэтому, конечно, France Football сделал очень правильный выбор, введя вот эту номинацию, на мой взгляд. Ну а дальше вот этот обратный отсчет. Мы понимаем, что Кевин Де Брюйне не станет победителем трофея. Восьмая строчка достается, 10 голов и 18 голевых передач. Победитель английской премьер-лиги в этом году. И финалист Лиги чемпионов. А в этом турнире 3 гола и 4 паса на счету бельгийца. Мохаммед Салах также мимо приза в этот раз. 7-е место. Игрок Ливерпуля. 31 мяч в составе красных. Вот тоже поразительная результативность, все время на уровне держится. Вот меньше какого-то количества он не забивает. Лучший африканский бомбардир в истории премьер-лиги. Криштиану Роналду, не приехавший сегодня в Париж, в 36 лет до сих пор высочайшая планка игровая, лучший бомбардир Евро 2020. И только 6-й. Я, честно говоря, в своем голосовании поставил его на 4-е место. 15 мячей в 184 играх. Лучший бомбардир в сборных в истории. Вот они. На 8-й, 7-й и 6-й места. Осталась 5 лучших. Мы постепенно подбираемся по всем правилам хит-парадов к... И еще не будем забывать про вратарей еще. Человек, который в этом году стал героем, настоящим. Это потрясающая история, конечно, Кристиана Эриксона. Да, вот он как раз, он был в ней одним из важнейших участников. Капитану сборной Дании Саймону Кьеру аплодисменты за то, что происходило тогда на 42-й минуте матч 5-й Европы в Копенгагене на стадионе Паркен между сборными Дании и Финляндии. Симон Кьер и партнеры по команде тогда сделали все для того, чтобы оградить эту сложную ситуацию с Кристианом Эриксоном от посторонних глаз. Кроме того, в тот момент, когда жена Кристиана Эриксона вышла на поле, именно Симон Кьер разговаривал с ней, утешал ее, уверял, что все будет хорошо. И в итоге, конечно, его выдержка, его стойкость в этой сложной ситуации очень помогла всем. Ну что говорить, сердце Эриксона бьется только потому, что тогда товарищи по команде сделали все возможное, чтобы он был жив. Да, и врачи, конечно. Лев Иванович Яшин, единственный обладатель золотого мяча среди вратарей, именем которого назван один из призов, приз лучшему голкиперу. Qui sont les 5 finalistes du trophée Yashin? Who are the 5 finalists? Let's find out. 5 финалистов, да, которые главных претендентов на трофей Яшина. Да, ну и еще 2 слова буквально про Симона Кьера. Он занял голосование на золотой мяч в этот раз. И мы знакомимся с теми, из числа которых будет избран лучший вратарь мира. Каспер Шмейхель, Ян Облак, Мануэль Нойер, Эмильяно Мартинес, Самир Ханданович, Кейлор Навас, Джанлуиджи Донарума, Эдерсон, Эдуард Менди и Тибо Куртуа. Вот список из 10 вратарей, 10 финалистов. И в суперфинал выходит 5. Вся моя тройка в суперфинале. У меня Донарума, Облак и Эдерсон. Интересно, кто же получит приз. Ну, конечно. Ну, как можно было кого-то другого выбрать? Джанлуиджи Донарума. Лучший вратарь чемпионата и лучший игрок чемпионата Европы 2020 года. Вратарь Пари Сен-Жермен. Получает приз Льва Яшина. Мы слышали сегодня достаточно испанской речи. Давайте что-нибудь и по-итальянски. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Добрый вечер всем.
incredibile per me. Невероятный год для меня. A partire dalla qualificazione in Champions, il ritorno in Champions con il Milan. Начиная вот с Лиги Чемпионов, да, и выступление в Милане. Incredibile. E abbiamo dato gioia a tutti gli italiani. И радость. Победы на чемпионате Poi c'è stato il mio passaggio al PSG. И мой переход в Пари Сен-Жермен. Все это он в вехе своего невероятного года. Действительно, год был насыщенным. Del destino perché mi hanno sempre seguito e quindi era destino che il mio trasferimento fosse qui. Ringrazio il presidente e il direttore per Леонардо приложил руку, да, он в Милане много лет работал, и, конечно, это его трансфер. Davvero di ripagarli sul campo, dando tutto per questa maglia e sperando di vincere tanti trofei con questa maglia. Ну, теперь надо отрабатывать, да, этот контракт и сделать все возможное, чтобы в футболке ПСЖ выиграть всевозможные трофеи. Mia mamma, mia sorella, mio fratello che А вот и семья, Джиджи, его подруга, жена его. Они всегда рядом. Мама. Mi aiuta ogni giorno in tutto, quindi un ringraziamento speciale va anche a lui. E volevo ringraziare tutte le persone che hanno fatto sì che questo sogno si avverasse. Grazie a tutti. Да, и спасибо всем, благодаря кому моя мечта наконец-то сбылась. Да. Приз Копа вручается во второй раз. Его обладателем в 2019 году стал Алисон Бекер. Льва Яшина. Льва Яшина, совершенно верно, да. Приз Копа уже вручен. И вот, наконец, своего обладателя нашел и приз лучшему вратарю. Всего 22 года Джанлуиджи Донаруми. Но действительно, он уже так долго играет на высшем уровне. Победитель и лучший игрок Евро-2020. Но 22 года это не возраст для вратаря, это еще то время, когда ему надо прощать ошибки. Настоящий вратарь, он как вино, чем он старше, да, чем он старше, тем он лучше. К 30 годам, как правило, раскрывается полностью талант вратаря. Так что у Донарумы все еще впереди. Я думаю, мы не раз будем восхищаться его подвигами, потому что то, что он демонстрирует сейчас, это уже вызывает восхищение. Безусловно. Ну и вот 50, половину всех пенальти. Да. Ну и серия пенальти-то была наиважнейшей. Вышла молодежь тогда у Гарета Саутгейта на эти главные удары. Это свою роль, может быть, отчасти сыграло, но молодой или не молодой игрок, неважно, если между ним и вратарем всего 11 метров. 92 удара остановлено в серии А. Это спасение. Спасение, ворот. Да, не просто удары. И 14 сухих матчей в прошлом сезоне. Сейчас у него непростой период в Пари Сен-Жермен. Он борется за место в воротах. Не с Оливером Каном, тут шансов бы не было, наверное. Никаких абсолютно. А с Кейлором Навас. Gianluigi, it's often said that goalkeepers mature late. You're only 22 years old and you are already the best goalkeeper in the world. Ну вот как раз об этом и говорит Дрогба. О чем говорит Дрогба, да. Что тебе всего 22 года. Слишком молод для вратаря. Sono ancora molto giovane, ancora tanto da imparare, ho ancora да, мне еще tanto da много fare, предстоит чему научиться и с кем сравняться. Frutto del lavoro quotidiano. Надо трудиться каждый день. Dei piccoli dettagli che ogni giorno costruisco e devo ringraziare anche tutti i miei compagni, i miei ex compagni, gli ex allenatori. Всех благодарит и бывших и нынешних, да, и бывших партнеров, и нынешних партнеров. Ну что ж, вот он, Джиджи Донарума, ставший 10-м в голосовании за золотой мяч в этом сезоне. Единственный из вратарей, который попал вообще в 30-ку избранных. Ну, может, все-таки по-французски что-то. Ага, кое-что он выучил здесь. Но смеется Мбаппе. Я так понимаю, что в раздевалке они научили его и другим словам, которые здесь он сказать не решился. Ну, вратарь должен, конечно, владеть футбольной, как минимум, лексикой на языке страны, где он выступает, иначе как руководить обороной.
Ну что ж, через несколько минут мы узнаем имя лучшего игрока этого года. Мяч. Кто? Намек. Бензема, Канте. Пятерки остались. Месси, Левандовский, Канте, Жоржиньо и Бензема. Я думаю, что тут не стоит, наверное, скрывать, что вся пресса международная, спортивная определила тройку, да, фаворитов. Это Бензема, Левандовский и Месси. И, скорее всего, выбор будет делаться именно из этих имен. Но кто же? После короткой паузы нам обещает Санди Рибер. Самое интересное будет. Самое вкусное впереди. Золотой мяч 2021 года. 65-я церемония в истории этого трофея. Впервые в истории Формула-1 в Саудовской Аравии. Наслаждайся ночными гонками на запредельных скоростях. 5 декабря в прямом эфире на Матч ТВ. I'm back. Я вернулся. В 1980-м выяснилось, что некоторые футболисты сдавали матчи в обмен на вознаграждение. Еще более крупный кризис случился в 2006-м. Все знают его как Кальчополи. В итоге Ювентус перевели в серию «Б», отстранили от участия в Лиге чемпионов и лишили 2 чемпионских титулов. Мы с вами в Париже, церемония «Золотой мяч». Вспоминаем в обратном порядке тех, кто попал в 30-ку сильнейших. Остается определить лучшего. Вручены уже призы лучшему голкиперу, лучшему молодому игроку. Свой приз нашла лучшая женщина-игрок мирового футбола в этом году. И осталось узнать, кто же возьмет «Золотой мяч». 5 претендентов, и среди них 2 футболиста Челси, Жоржиньо и Нголо Канте. Роберт Левандовский, который стал уже на этом гала-вечере лучшим нападающим, получил свой приз. Кроме того, Карим Бензема, которого, честно говоря, даже вот эта блуждающая камера в зале ни разу и не поймала в лицо. И судя по тому, что она его не видит... Как будто его нет. Как будто бы его нет. А как будто бы это нам намек, что не он точно. Тогда кто остается? Лионель Месси? У Бензема какие-то нелегкие времена в связи с скандалом, да, который уже несколько лет продолжается. Да, это история. И вынесен, собственно говоря, приговор. И он обвинительный. Карим Бензема с этой историей непонятной с Матьё Вальбуэна. И то ли действительно это намек, что Бензема точно не соискатель, то ли, напротив, это вот такой рояль в кустах, и вдруг он сейчас никем не виденный еще в зале выйдет и получит свой приз на глазах у Лионеля Месси, который здесь со всем семейством, потому что мы наблюдали за подготовкой еще к церемонии с Константином, мы видели его на красной ковровой дорожке. Он со всеми детьми, с женой, со всей свитой, в красивых костюмах. Как будто специально пригласил всех, кого мог, для того, чтобы они увидели его 7-й триумф. Да. Я имею в виду то, что это может быть 7-й золотой мяч Лионеля Месси, и догнать его уже, я думаю, Криштиану Роналду не получится. Хотя Криштиану сказал, что будет играть в футбол до тех пор, пока не выиграет больше золотых мячей, чем Месси. Да, у Криштиану 5 золотых мячей, у Месси 6. Но вот что интересно, каждый из них успел до того, как золотой мяч France Football слился с наградой, которую вручает FIFA, по разу стать обладателем приза. Криштиану Роналду в 2008 году, Месси в 2009. Потом вот в эту совместную пору, когда и FIFA, и France Football вручали этот приз, Лео стал обладателем 3 золотых мячей, 4, простите, мячей, и Криштиану дважды. Тогда других вообще не было никого. Это была их эпоха. И после того, как France Football стал вручать свой золотой мяч снова самостоятельно, Криштиану выиграл приз дважды, а Месси только 1 раз. Ну, я думаю, каждый год все-таки либо один, либо другой заслуживали золотого мяча, кроме, наверное, 2013 года, когда Франк Рибери, на мой взгляд, был более достоин, чем и тот, и другой. Тогда Рибери был лидером Баварии, он был лучшим игроком лучшей команды мира. Я бы так вот коротко сформулировал. Да, Лига чемпионов, безусловно.
И Франко Рибери вошел в тройку тогда. Криштиану выиграл приз, Месси стал вторым, а Рибери стал только третьим. И действительно, если бы решение принимали тогда только журналисты, да, без участия тренеров и капитанов сборных, как было тогда, когда золотой мяч вручал ФИФА еще, наверное, действительно, Рибери стал бы победителем этого приза. Да, многие тогда капитаны и тренеры знали только Месси и Роналду и не подозревали о том, что есть такой хороший игрок Рибери. И вот в этом году, мне кажется, явно недооцененным будет Жоржиньо из сборной Италии, который в Челси Лигу чемпионов. И, на мой взгляд, ему не хватает немножко харизмы для того, чтобы подняться на высшую ступень голосования. Это будет, ну, конечно, когда голосует такое количество журналистов, а всего их в этом году 100, все-таки субъективность оценки компенсируется широтой выбора. Нас очень много, и поэтому мы со своими пристрастиями и антипатиями в итоге выбираем все равно лучшего игрока. Ну, хотя, конечно, многие со мной будут спорить, независимо от того, кто займет первое место, Месси или... В этом году они тоже были в этой трике. Несколько футболистов вошло в число. 6, по-моему, итальянцев. Или 9. Оказался, нет, 6, по-моему. Да, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Доннарума, собственно говоря. И вот Жоржиньо. Это в 30 избранных. Килиан Мбаппе. Это уже открывается десятка лучших. Ну, 10-м стал Джанлуиджи Доннарума, которому достался приз Льва Яшина. Далее на 9-й строчке Килиан Мбаппе. 8-м стал Кевин Де Брюйне из Манчестер Сити. Англии. Так, тоже для справки, какой чемпионат у нас по-прежнему сильнее. Ну, действительно, он собрал всех звезд. Мохаммед Салах тоже там. Играет за Ливерпуль. И он в этот раз стал 7-м. Опередил его Криштиану Роналду. 6-я строчка у Португалии. Ну, ради 6-го места Криштиану решил не приезжать в Париж. Он очень внимательно следит за собственным режимом. Ну, там новый тренер, еще надо контакт наложить как-то. Да. Это верно. Неужели его заставят играть, отходить в оборону? Посмотрим. Ну что ж, впереди пятерка избранных. И кто-то один, только один, станет обладателем золотого мяча 2021 года. Это миф. По статистике вакцинация не угрожает фертильности. Я сделала прививку, потом забеременела и теперь жду малыша. Статистика – это я. Статистика сильнее мифов. Вакцинируйтесь. I'm back. Я вернулся. Live from Paris to reveal the last 2 trophies of the evening. Ну что ж, мы снова в театре Шатле. Последнее главное отделение этого представления для почтеннейшей публики. Золотой мяч вручается сегодня. Осталась пятерка избранных. Кому же достанется награда? Нголо Канте, 30-летний французский полузащитник, играющий за Челси. Наверное, в своем амплуа опорного полузащитника этот победитель Лиги чемпионов УЕФА эталон. То, что он умеет делать на поле, выигрывать мячи, помогать своим партнерам. Когда Канте играет за сборную Франции, французы говорят, что больше опорников не нужно команде, потому что он один выполняет работу троих. Вот мы видим, что Канте становится 5-м. На 4-й позиции Карим Бензема, для которого этот год сложный, но в то же самое время и радостный. Не только судебный процесс, но и возвращение в сборную Франции. Участие в чемпионате Европы.
И сейчас уже вместе со своей командой французской Карим Бензема пробился на будущий чемпионат мира. О, Жоржиньо оказывается в тройке. Я поставил его на 3-е место, да. Я прошу прощения за мои эмоции, но мне хочется, да, тоже как-то угадать. Человек выигрыш и все. Но не на первой строчке оказывается Жоржиньо, но он в классной компании. Не хватает ему харизмы все-таки для того, чтобы подняться выше. Третьими были выдающиеся игроки. Третьим был Хави несколько раз. Иньеста бывал третьим. Которые заслуживали золотой мяч, конечно. Ну что ж, осталось двое. Их осталось двое. Allez, on prend la direction de Londres. Jorginho, you ranked third this year for the Ballon d'Or. You won the Champions League with Chelsea and the Euro with Italy. Ну что ж, победитель Лиги Чемпионов, победитель Европейского чемпионата Жоржиньо. Включение из Лондона, да, как я понимаю? Да, прямая линия. Томас Тухель там за столом. Можно говорить. It's been an amazing year. Был увлекательный год. And I'm just really happy and proud of myself and the whole team, both teams, national team and Chelsea. We did an amazing job. Гордится обеими командами своими, и Челси, и сборной Италии. Really grateful. Очень счастлив, но не совсем счастлив. Не полностью счастлив. Был полностью счастлив, конечно, взять приз золотого мяча в руки. Кстати, в одном из интервью он сказал, что я вполне достоин этой награды. Конечно, достоин, да, по достижениям, по командным и индивидуальным достижениям достоин. Так, ну что ж, хочется уже подняться, да, с своих мягких кресел, чтобы все-таки... We will send it over, you guys, don't worry. Ну, а это клуб года, да. Спецприз зрительских симпатий. Всех зрителей, которые уважают футбол как командную игру. Эдуард Менди рядом с ним сидит, вратарь. Он был в числе соискателей, кстати, приза Льва Яшина. Цесар Эспиликуэта разделился, кстати, победителем золотого мяча 2018 года Лукой Модричем, 29-й и 30-й строчки. So that's the first thing I wanted to say, and then that of course as a captain I'm really proud of this moment, of this award, and hopefully we can have it with us very soon. Ну, кстати, вот интересная награда «Клуб года», потому что она в самом деле оценивает футбол с позиции командной. И Челси был невероятен, и победа в Лиге Чемпионов. Ну, немножко комплиментарность появилась в этой церемонии, когда возникло желание наградить всех, кто достоин высшей награды, но по каким-то причинам не может ее получить. Мне кажется, здесь утешительные призы. Утешительные призы немножко девальвируют ценность самого золотого мяча, на мой взгляд. Ну, возможно, любые призы приятно получать, и, наверное, Жоржиньо и Челси будут гордиться этим призом. Да, но это еще и женскую суперлигу они взяли. We usually crown individuals alone, but tonight, for the first time, we celebrate teams and clubs. What does this trophy mean to you? Да, впервые это придумали, эту награду. Услышим ли мы еще и немецкую речь сегодня на этом? Ну, я думаю, по-английски будет говорить. Well, first of all, it means that it's a nice trophy because it's for the club. We have a very successful women's team and we have a very successful academy. Этот приз, and of course we had a very successful year целый клуб, его работу, его академию. We're happy to have this reward. We had a lot of players nominated. Очень много игроков номинировано в разных действительно призовых дисциплинах сегодня. И вратарь, и в женском золотом мяче были свои претендентки. И поэтому по совокупности, наверное, номинаций в разных видах Челси сегодня заслуживает такой коллективной награды. Клуб года. Так, здесь Ромело Лукаку.
Je pense que tu vas quand même relever le défi. Дрогба предупреждает, что быть нападающим в Челси, это все-таки значит переживать ежедневно колоссальное давление. Он знает, о чем говорит. Конечно. Очень интересный пиджак. Non, bonsoir tout le monde. Здорово совсем Voilà, je бельгиец. suis très content de faire partie de ce club. Voilà, ce club m'a donné l'opportunité à 18 ans de réaliser un rêve et maintenant je suis ici et voilà, j'espère de continuer de progresser jour après jour. C'est un honneur d'être nominé avec autant de bons joueurs et voilà, ces joueurs aussi me motivent tous les jours à pousser tous les jours d'être meilleur et vraiment à élever mon niveau et voilà, c'est un honneur d'être avec vous ce такая soir. конкуренция заставляет каждый день думать о том, как стать лучше для того, чтобы конкуренция выдерживать и помогать своей команде. For being with us tonight from London, and congrats for this well-deserved trophy. Club of the Year, Клуб Chelsea. года. Этот приз достается Челси. Next year, with the pandemic behind us. Le moment est arrivé, nous allons connaître le nom du Ballon d'Or France Football 2021. Ну, наконец-то, главное. На Маракане, причем сборную Бразилии. Единственный мяч забил Анхель Ди Мария. Сейчас у Месси не самые простые времена. Он пока недостаточно много забил в чемпионате Франции. Больше забивает гораздо за Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов. Ну, отдал 3 голевые передачи вот в последнем матче против, с кем они играли, не помню, в чемпионате Страсбургом, по-моему, нет? Élu par un vote de 160. Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi. Седьмой, Константин. Седьмой. Радуюсь за Месси и испытываю вот чувство. она вся детвора его сидит здесь, и жена очаровательно, и Лео. Он готовился к этому, пошил одинаковые пиджаки, одинаковый костюм. Он знал, что так и будет. Да, этот смокинг блистательный. Как он играет в свете софитов. Ну, я рад за него, но испытываю чувство глубочайшего разочарования от того, что Левандовский не получил в этом году золотой мяч. Мы обыграем еще сборную Польши, и Левандовский не попадет на чемпионат мира. Bueno, buenas noches a todos. Добрый вечер всем. Особенно Роберту Левандовскому. La verdad que es siempre increíble volver a estar acá. Hace 2 años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar y hoy me toca estar otra vez acá. De eso, después de eso, это сложных временах, которые все мы прошли. Cuándo era la fecha de mi retirada o cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá, muy ilusionada y tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, así que no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque disfruto muchísimo del fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros del Барселона, del Париж. Но он уже сказал это в интервью он говорил, это будет полным безумием, если получу 7-й золотой мяч, имея в виду, что это достижение, которое, ну, наверное, никто в обозримом будущем не повторит. Меня удивило, что в октябрьском номере «Францфутбола» было большое интервью, огромное интервью с Месси, и что делается довольно редко, когда предстоит выбор золотого мяча, лауреата золотого мяча. Вот, ну да, теперь должны делать еще одно интервью с Месси по традиции. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América, así que quiero compartirlo con
Месси решил выговориться и вспомнил действительно о том соревновании, благодаря победе в котором, конечно же, главным образом он одну из выполнил одно из обязательных требований к голосованию за обладателя золотого мяча. Какие-то трофеи, награды, да? Ну, желательно. Такого требования нет, но учитываются трофеи, награды, командные и индивидуальные достижения. Эх, Роберт расстроил, да, конечно. Большая семья, здесь папа, мама, дети, жена. Интересно будет узнать все-таки, какие цифры получили соискатели. Я думаю, борьба была очень напряженная, да. В очках. Да, и сколько первых мест получил, да, Месси, сколько первых мест Левандовский, потому что первое место 6 очков, второе 4, и, соответственно, дальше 3, 2 и 1. Возможно, голосование за него — это попытка еще раз отметить вот эту выдающуюся эпоху, современниками которой все мы стали. И действительно, Месси, вот таких людей, таких игроков двигать, что ли, к окончанию карьеры, подталкивать к какому-то такому, не забвению, естественно, а к тому, что все заканчивается, никто не решится. Но пока он играет, пока он бросает себе вот такие вызовы, как нынешний, когда он переходит в Пари Сен-Жермен, меняет клуб всей своей жизни. Роман, что важно, и с этим клубом он должен выиграть Лигу чемпионов. Его за это мы пригласили. Способен ли Месси на это? Вот у меня большой вопрос. Grâce à cette victoire en Copa América, assieds-toi s'il te plaît, et on t'emmène à Rosario, là où tout a commencé pour toi. Мы посмотрим, начиная с фрагментов в Росарио, где все начиналось. Месси, аргентинец. Кубок Америки состоялся в Бразилии на стадионе Маракана, огромнейшей арене. Добро пожаловать в Росарио, это родной город Месси. Его достопримечательности. Как он расположен относительно Буэнос-Айреса. Ну и вот район, в котором рос. Ну и этот мурал потрясающий как раз исполнил художник, который с нами сейчас общается. Для него большая честь украсить город этими изображениями. Это Месси, ребят. Ну, можно встретить любого человека на улицах Росарио, который с колобасом, где-то похож, Роман, где-то похож, а где-то не похож. Да, просто Хуан Пабло, житель Росарио. Очень требовательный народ у нас в Аргентине, говорит Диего. Но он побеждал с Барселоной, он выиграл там все, но он еще ничего до этого не выиграл с аргентинской сборной. Ну и когда не побеждает сборная, все журналисты критикуют. Вот такие вещи звучали. Даже Месси не может помочь нашей команде что-нибудь выиграть. Но он критику выдерживал, как и выдерживал плохое отношение к себе. Первое поле, на котором первые шаги делал Месси, Малвиньяс. И вот эти первые кадры еще на кассете VHS. Маленький Месси бежит в сторону своего великого будущего. И так это выглядит сейчас. Там, надо сказать, что травы с той поры стало не намного больше. Он здесь играл очень здорово. Мне очень нравится его история. Говорит, ребята, он лучший футболист мира. Лучший всех времен. Непобедимый. Играл в Ньюэлсе. Это было... Скажи что-нибудь Месси. Ну зачем, если можно просто помахать рукой. Ну и фрагменты игры Месси на Кубке Америки. Он стал там лучшим ассистентом с 5 голевыми передачами. К сожалению, стадионы не заполнялись в эту эпоху. И не было возможности десяткам тысяч горячих болельщиков видеть все это вживую. 4 забитых мяча на этом турнире.
исполнил Лео. Лучший бомбардир. Да. Лучший игрок Кубка Америки 2021 года. 80 мячей он забил за национальную сборную в общем числе. Первый его золотой мяч в 2009 году. Ну, впечатляет. 7 лет. Какая история. Да? 7 лет он был из этих 12 лучшим в мире. И между первым его и седьмым золотым мячом, вот эту потрясающую дистанцию в 12 лет, все это время он где-то здесь, рядом с вершиной. Ну, с той стороны. Привет, друг! А это особый день, я тебя поздравляю с победой в очередном золотом мяче. Лео, говорит Серхио Агуэро. Поздравляю тебя с седьмым золотым мячом. Конечно, все это записано заранее, парни знали. Это настоящее безумие. Кстати, очень жаль, что Серхио Агуэро, скорее всего, приостанавливает, а может быть, завершает свою карьеру из-за проблем с сердцем. Сколько мячей? 5? Нет, 7, говорит он. Очень горжусь твоей карьерой, тем, что ты сделал. Столько лет мы вместе, ты до сих пор лучший игрок мира. Счастлив за тебя, очень тебя ценю, говорит Агуэро. Ты мой друг. А сколько Кубков Америки он выиграл? Супер mal. Muy bien. Оценил. Ну да, можно сказать, что да. Супермен, да, иначе не скажешь. Наслаждайся трофеем, который ты заслужил. Это твой день. Ну что ж, никто не скажет, что Лео недостоин. Когда Лео что-то получает, когда его награждают очередным призом, нельзя сказать, что он недостоин этого, но время Роберта Левандовского, возможно, еще наступит. Будет трудно. Хорошо было бы, да, трудно. Всем трудно, всем футболистам мира, лучшим футболистам мира очень трудно жить в эту эпоху. Эпоху Криштиану Роналду, Лео Месси. Поздравляем, Лео, 7-я награда в истории. Потрясающее достижение. И вот по-дружески ему Луис Суарес этот золотой мяч и выносит. Наверняка еще какие-то слова должен сказать, учитывая, что он снабжен микрофоном. Нападающий, которого сейчас футбольная его судьба развела с Месси, ну, сделал эту судьба еще чуть раньше. Луис Суарес ушел в мадридский Атлетико, Лео чуть позже отправился в Пари Сен-Жермен. Но они остаются ближайшими друзьями в футболе, безусловно, и получить награду из рук Суареса, наверное, очень почетно для Лео. Bueno, la verdad que ya lo dije en su momento, mi mayor premio lo conseguí en junio, era lo que deseaba desde hace... Ну что ж, лучший на этот момент времени, в этом веке, в это тысячелетие футболист Лионель Месси с его 7-м трофеем. 2 года подряд Месси становится обладателем золотого мяча, точнее, две церемонии подряд, учитывая пропущенный 20-й год. Lo que vivimos en esta Copa América, y bueno, agradecer a mis amigos siempre. La verdad que me dio una sorpresa increíble, no sabía que venía, me lo encontré acá y es algo espectacular. Que me lo entregue él para mí es más especial también, así que muchas gracias. Еще одно развернутое спасибо для всех. C'est tellement rare. C'est quoi? C'est l'âge qui te rend un peu plus émotif? Подколол все-таки Дрогба. Говорит, с годами ты становишься более эмоциональным. Да. Платок ушел на аукционе со слезами Месси на его последней пресс-конференции в Барселоне. Que algo extraordinario, así que algo que nunca pensé, así que es algo increíble. Но столько труда вложено во все это, естественно, какая-то компенсация, когда ты выиграешь что-то очень важно. Говорит Месси, человек, который выиграл все, кроме Кубка мира. Пока. De afrontar esta nueva etapa de mi vida, en mi nuevo club, en el París, donde estoy totalmente feliz, adaptado y con ganas de cumplir nuevos objetivos.
Léo, viens avec moi. Ну, в общем, новый вызов, да. Да, действительно, впереди задача стать победителем. Attends quelques secondes. Tu gagnes un trophée à Paris. Ты выиграл трофей в Париже. Ok, tourne-toi, s'il te plaît. Ok, tu peux te retourner pour voir l'écran. Alors, tu gagnes un trophée à Paris. Attention. Hey, yellow card, hein? Next time is the red. Hein? Ok? Луис Суарес занял место в первом ряду, чтобы увидеть это. Maison ici, à Paris. Je vais te demander de presser ce buzzer chez toi, ici, à Paris, avec ce 7e Ballon d'Or France Football. This is for you. Так, и что будет? Это нажмет на кнопку. Красная кнопка. Только не нажимай красную кнопку, Лео. Зажгут сейчас Эйфелевую башню. Да, он запустил подсветку Эйфелевой башни этим нажатием. Елочка гори. Это уже начинается Рождество потихонечку. И вот специальная подсветка Эйфелевой башни сегодня в честь Лионеля Месси. Ну что ж, король, который понимает, наверное, сейчас и прячет это за этой своей милой улыбкой, что в этом городе ему еще предстоит себя проявить. Он пока еще мушкетер здесь, ему от него много ждут, на него рассчитывают, но он должен, хоть в смысле, наверное, этот золотой мяч для него это такой аванс. В каком-то смысле, да, на закате карьеры, можно и об этом говорить, да, ты получаешь аванс и принимаешь новый вызов ПСЖ. Ну что ж, на этом попрощаемся, поздравляем Лионеля Месси, не знаю, нуждается ли он в наших поздравлениях, но я думаю, что вы провели хороший вечер в компании футбольной элиты в театре Шатле, и благодарим вас за внимание. Константин Клещев, Роман Трушечкин работали для вас сегодня. До свидания. Всего хорошего. Мне непонятно отсутствие желания многих россиян прививаться. Другого пути, как уйти от инфекции,